Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить. После вчерашнего видео получила очень много комментариев. Добрых, хороших, теплых комментариев. Я очень рада, что вы, мои дорогие, настолько замечательные люди, настолько добрые, настолько сердечные. Вы знаете, что хороших людей их очень много. И Боженька хороших людей никогда не оставит на произвол судьбы. Вот поверьте, таким людям, знаете, не только высшие силы помогают, но и природа. Дай Бог, чтобы все у вас было замечательно. Храни вас Создатель. И пусть не коснется вас ни злоба, ни обида, ни беда. Да будет так. Аминь. Мои хорошие, тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что скоро, что и кто скоро, неожиданно, стремительно ворвется в вашу жизнь. И если тема вам интересна, посмотрите на песочек, загадайте на себя. Также вы можете назвать свою дату рождения. Так и спросите, кто и что скоро, неожиданно ворвется в мою жизнь. Надеюсь, вы настроились. Давайте будем смотреть. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Так, высшие силы будут моими руками. Пусть раскроют мне то, что сейчас скрыто, то, что нам услышать и узнать. Так, ну тут победа идет, победа. Победа человека над обстоятельствами. Вы знаете, что ворвется? Ворвется большое дело. Дело, в котором, я не буду обманывать, скорее всего, для вас это, конечно, будет сложно, но вижу, что справитесь. Вижу, что у вас будет от этого победа. Максимальное усилие, упорство. Знаете как, не жалея живота своего. В таком ключе, в таком формате вам придется действовать. Но вы посмотрите, мало того, что на чаше, так еще человек, вот смотрите, как руки вверх поднимает, говорит, да, я это сделал, я победил, я преодолел эти сложные обстоятельства, выжил, смог добиться того, чего хотел, смог сделать 100 из 100. Может быть, 1000 из 1000. Понимаете? Здесь прекрасный знак, он еще у вас прям в основании. Значит, справитесь, получится. Главное, не сдавайтесь. Не сдавайтесь, верьте в себя, живите, действуйте по обстоятельствам. Иногда кажется, что ничего не получится. Вот прям весь свет против вас. Но главное, чтобы вы сами в это не поверили. Знайте, ваше будущее в ваших руках. Я у вас вижу победу, преодоление. Вот то, что вас сейчас беспокоит, то, что вас угнетает, либо с чем вы именно сейчас вот в эти дни столкнулись, вас не сломает. Вас эта ситуация прокачает. Вот все равно, что, знаете, такие люди худенькие, как их там обычно дрыщи называют, да? Пришел такой человечек в спортивный зал и говорит, хочу прокачаться. Ему говорят, вот надо делать то, давай начинай. Человеку очень тяжело, он спортом никогда не занимался. Но у него есть цель, поэтому он не видит препятствий. Он начинает усиленно работать и в короткие сроки добивается прекрасного результата. Так будет и у вас. По крайней мере, про короткие сроки я вам точно говорю, потому что у вас это в основании идет. И вижу, что вы победитель. Так, важный еще момент. У кого-то будет победа, связана с любовью, с любовными отношениями. Значит, смотрите, тут очень интересно. Здесь еще человечек, который к вам сердцем, понимаете, говорит, на, возьми мое сердце. Я твой навеки, либо твоя навеки. То есть вам еще победа идет в любовной теме. Может быть, были проблемы, может быть, вы изнемогали от безразличия человека, да, либо какого-то халатного отношения к вам. Вот я вижу, что вы пересилите эту ситуацию.
у человека он кардинально поменяется. Вот с левой стороны к вам заходит, я так понимаю, что именно этот человек был для вас проблемой. Либо убедить этого человека, переубедить, что-то доказать. Победа будет за вами. Человек идет к вам и сердце свое в руках несет. Это замечательно. Так, здесь еще птица есть. Птица, похожая на журавля. Ну, кто у нас журавли? Заветная мечта. Да, обычно, как говорят, журавль в небе, да, а синица в руках. Вот в вашем случае синиц нет. В вашем случае вот прям журавль к вам в руку садится. Вот он, смотрите, какие крылья у него красивые. Большая, гордая птица. Вы журавля ухватите. Если у вас какие-то вопросы связаны с работой, может быть, даже с какими-то долгами, кредитами, бизнес, в принципе, да, вот глобальный какой-то формат вашей проблемы, я вижу, что тут будет разрешение просто фееричное. Фееричное и, ну, действительно, представьте, ну, журавль, целый журавль. Это не какая-то маленькая птичка, журавль огромный. Огромный журавль, который вы еще и в правой руке держите. Видите, у вас с правой стороны. Это вот 100% победа, 100% реализация. Причем реализация вот прям празднику какому-то подобно, да. Вы достигнете, кстати, в короткие сроки очень высокой победы в своей жизни. Вот человек смотрит на свою жизнь и говорит, вот тут я добился, здесь я добился. Вот у вас эта победа, она самая будет, как сказать, самая высокая, да, самая желанная из всего того, что у вас уже было. Только не сдавайтесь, только не идите назад и не топчитесь на месте. Вот этого делать нельзя. Решили, настроились вперед. И пусть никто и ничто вас не собьет с пути, не испугает, но и, скажем так, не отобьет у вас желание двигаться. С этим нужно бороться. Дальше у вас тут троечка идет. По троечке здесь 3 приятных события в вашей жизни произойдут. 3. Они будут небольшими, но очень положительно скажутся на вашей жизни, на вашем будущем и, возможно, даже на вашем каком-то финансовом состоянии. Эти события, они у вас с правой стороны. Опять же таки, это именно для вас, для вашей личности и для вашей жизни. Так, а с левой стороны у вас идет крючок. Крючок, ну, здесь его кто-то вам забросил, этот крючок. Какая-то приманка, какая-то замануха, что ли, да? Кто-то попытается вас заманить. Вот что-то такое вам, как, ну, искушение. Нет, это не искушение, это будет что-то из серии «А вот я знаю, а если ты мне поверишь, получишь вот тут прям много-много». Да? Ничего делать не надо, но получишь много-много-много. Вот таким людям вообще не верьте. С левой стороны это явно что-то лукавое, что-то такое, знаете, броское, яркое, но совсем не драгоценное. То есть какая-то пустота. Пойдете за этой приманкой, ничего не получите, время потеряете, еще и разочаруетесь. Поэтому будьте поаккуратнее. Если вас уж слишком как-то соблазняют на какую-то ситуацию, вещь, событие, действие, постарайтесь взять паузу и хотя бы вот трезво подумать. Если не получается у вас адекватно оценить ситуацию, попросите кого-то из ваших близких, родственники, знакомые. В крайнем случае можно обратиться к профессионалам, да, вот, в зависимости от ситуации. А здесь в одиночку сложно будет решить. Здесь человечек очень хитрый, очень. Такое впечатление, что это вот волк в овечьей шкуре. Но только что он волк, вы поймете, попав на его крючок. Да, так что будьте поаккуратнее. Нехорошая ситуация, нехороший человек. Ну, в левой стороне это не значит, что произойдет. Это как возможность. Возможность вот такого мошенничества, скажем так, в вашу сторону. Дальше идем. В левую сторону давайте рассмотрим. Все-таки, да, закончим с этим негативным. Так, здесь у меня женщина, которая, ну вот знаете, она недалекого ума, но вот у нее какие-то возможности есть. Возможности встревать в вашу жизнь, мешать вам, вашей семье, может быть, вашей карьере, вашей работе. Вот эта женщина, она играет на чувствах людей.
либо она очень такой, знаете, психолог хороший, может быть, от природы, да, у нее есть такие актерские способности, плюс знание психологии, и она умеет играть, такая, знаете, лицедейка, нажимать там, да, на определенные там кнопочки, рычажки, да, человеческого восприятия. И вот у нее это достаточно неплохо получается. Благодаря этому, да, глупая женщина добилась, ну, достаточно высоких результатов в жизни. И вот как танк. Идет она как танк. Вот у нее есть ее оружие. Она вот прям по всем сторонам из него стреляет. Вот эта женщина на ваших глазах потерпит огромное поражение, фиаско. Не от вас, нет, а потерпит от кого-то, кто более такой, знаете, как... Вот она хитрая, да, а вот у человека еще хитрее. То есть человек какой-то ее переиграет. И что самое интересное, она придет к вам. Придет к вам просить у вас помощи, защиты, попытается вас вовлечь в свою вот эту ситуацию, да, фатовую. Значит, мои хорошие, я понимаю, что вы люди открытые, добрые, простые. Это не потому, что вы великодушно всех прощаете. Это потому, что вы человек хороший. Вот увидите вы ее переживания. Она ведь хорошая актриса, да? Умеет притвориться. Умеет вот слезу, да, пробить. И вам чисто по-человечески, зная, что она там пакостница и неприятности от нее были, вам захочется ей помочь. Вот когда вам захочется, бейте себя по рукам. Бейте себя по рукам. Вы знаете, эта женщина, она может сделать такой финт нереальный. Она может всю вот эту свою ситуацию проблемную попытаться на вас скинуть и спихнуть. И знаете, как умыла руки, да, избавилась. Поэтому, мои хорошие, у вас своя жизнь, у вас вот сейчас своя задача идет. Вот так ей скажите: извините, но мне нужно жить своей жизнью и разбираться со своими собственными личными проблемами. Вот не бойтесь, что она обидится, не обидится. Она где-то предчувствует, что вы ей откажете, потому что она перед вами очень сильно виновата, очень. И много косячила, и много за ней грехов водится, больших да малых. Она это понимает, она это чувствует. Ну, как, знаете, как по дурочке, да, придет, авось пронесет, авось получится. Авось я перекину свои вот эти все проблемы на хорошего, доброго человека. Не слушайте, не поддавайтесь и не жалейте ее. Вот ей эта ситуация идет, она идет не просто так. Уже переполнена чаша терпения высших сил. И то, что ее сейчас размотают, ну, оно так и должно случиться. Не мешайте этой ситуации. Пусть она сама разбирается со всеми проблемами. Дальше. Из негативного еще хочу сказать какую-то... Вот знаете, как информационная бомба, что ли, какая-то. То есть информация идет. Информация достаточно противоречивая, и там очень много, во-первых, придуманного, а во-вторых, вот эта информация, она вызывает страх и панику. Возможно, вы столкнетесь с тем, что кто-то будет распространять эту информацию, либо, может быть, вы где-то наткнетесь на эту информацию. Может быть, кто-то из близких придет, вот вас ошарашит какими-то новостями. Значит, мои хорошие, паника – это самое худшее, что может с вами случиться. Когда человек паникует, голова просто отключается, и все переходит на инстинкты. Не входите в такую ситуацию, просто постарайтесь заморозить в момент эту информацию, дайте себе время на подумать, на разобраться, на то, чтобы успокоить того человека, который вот этот весь кипиш начнет, ну, скажем, на ваших глазах разводить. Здесь явно, вот знаете, правда в этой информации, ну, процентов там 15-20 максимум. Все остальное это выдумки и придумки. Если вы купитесь на эту информацию, вот прям воспримите ее, да, как правда, то вы можете совершать какие-то необдуманные поступки, траты, поездки, перемещения, действия, которые, в принципе, да, для вас в нормальном состоянии, они просто невозможны. Потом сами же будете себя за это ругать. И, кстати, этого человечка тоже будете ругать. Поэтому, мои хорошие, не реагируем, а всю информацию проверяем.
Проверяем, перепроверяем. Если кто-то рядом паникует, постарайтесь, как умеете, как можете, успокоить этого человека. Это будет правильно. Дальше. Здесь кто-то отколется. Кто-то отколется, может быть, родственники, может быть, друзья, коллеги. Но у кого-то идет путь от вас. Не к вам, а от вас. Я не могу сказать, насколько дорог вам этот человек, но то, что этот клин, который произойдет, вам будет неприятно, это точно. То есть вы будете переживать за этого человека, вы будете думать, кто-то даже будет пытаться останавливать. Значит, мои хорошие, здесь именно ситуация судьбоносная. Человек должен уйти, и он уйдет. Остановить невозможно, поменять невозможно. Что нужно сделать, либо как поступить? Во-первых, надо в очередной раз успокоиться и позволить человеку идти к тем берегам, которые его манят, либо зовут, которые ему по судьбе, да, грубо говоря, идут. Не пытайтесь сохранить то, что невозможно, склеить эту разбитую чашку, либо привязать человека к себе какими-либо там уговорами, ухищрениями, неважно. Человек должен уйти, сделать какой-то свой жизненный круг, цикл, и он к вам вернется. И эта ситуация временная, вот это расставание, оно тоже идет временное. У вас с этим человеком путь не прекращается, между вами линия продолжается. Человек сходит, свой опыт получит, переживет свою какую-то историю, потом к вам вернется. Поэтому переживать, расстраиваться не надо. Отпустите, доверьтесь судьбе. Ну не зря же это происходит. Так было задумано, так было запланировано, и вот он час настал. Отпускайте с спокойным сердцем, а если уж сильно беспокоитесь, помолитесь за этого человека. Пожелайте ему легкого пути и быстрейшего возвращения. Так будет правильно. Так, ну с неприятным больше тут добавить ничего не могу. Так, по хорошему пройдемся. Из хорошего я, во-первых, вижу, что вам подарок идет. Подарок такой, знаете, очень приятный. Очень приятный. Вот, а человека, от которого совершенно не ждете. Это даже может быть близкий ваш человек, может быть муж. Да, живете вы с ним там 30 лет, и он вам давным-давно ничего не дарил. А тут вдруг, да, он вам раз и подарок. Причем такой, знаете, вот прям как хотели, как мечтали. Расщедрится, прочувствуется. У кого-то мужчина подарит, у кого-то кто-то из детей подарит, у кого-то вообще, может быть, соседка вам подарит, либо коллега вам подарит. То есть подарок идет невероятно теплый и добрый. Этот подарок вас зарядит очень хорошей положительной энергетикой. Я не могу сказать про ценность этого подарка, но вам он будет очень ценен вот именно с позиции энергетики. Доброе дело, что я кому-то нужна, кто-то обо мне заботится. То есть вот именно такие эмоции будут вызывать. Дальше, мои хорошие, здесь идет желание поблагодарить. Это ваше желание кого-то поблагодарить. А человек отказывается, говорит, нет, не надо, нет, не стоит. А у вас вопрос, а почему так человек поступает? Человек поступает по доброму сердцу. Если человек, вот вы хотите кого-то поблагодарить, человек отказывается, совершите доброе дело по отношению к кому-то другому. Мысленно подумайте, что вот это благодарность за то. Обязательно это вам и вернется, и засчитается. И в принципе энергетически это будет правильно. Дальше, мои хорошие, здесь у меня восстановление каких-то отношений происходит. Причем, скорее всего, люди почему-то на расстоянии находятся. Вот вы на расстоянии. Опять же, не могу сказать, мужчины это, женщины. С кем-то вы на расстоянии. Давно не виделись, давно не общались. Либо поругались и как-то разошлись по разным углам. Вот у вас как звоночек из прошлого происходит. Может быть, в прямом смысле человек позвонит. Может быть, напишет. Может быть, даже встреча какая-то произойдет. То есть здесь восстановление каких-то отношений. Будь то любовных, будь то дружеских. То есть люди восстанавливаются. Они друг к другу притягиваются. И появляется необходимость в теплоте и в общении. Это, кстати, очень хорошая пора идет. Так, а еще из важного. Здесь мужчина сделает какой-то решающий шаг, либо решающий поступок. Решительный, вернее, поступок.
Шаг решающий, а поступок решительный. Значит, мужчина, я вам дам его описание, здесь его очень хорошо показали. Беспокойный мужчина, беспокойный. Он, знаете, такой, как уж на сковородке, да, то определиться не может, то он не может высказаться, то он как-то не сдержанно себя ведет. Он, наоборот, он там закрывается, отгораживается, стены выстраивает. То есть не поймешь, что ему нужно, чего он хочет, да и вообще, ну, что у него там в голове. Кого-то вот прям этот мужчина очень сильно эмоционально измучил. Вот своей нерешительностью, либо своим каким-то вот этим поведением. Как, знаете, как мальчик, да, не мужчина, а мальчик себя ведет. Такой, причем шкодный мальчик. Значит, у этого мужчины появится острое желание вот с вами поговорить, что-то для вас сделать. Здесь у кого-то отыграется как прям чуть ли не предложение руки и сердца, у кого-то оно и будет, у других отыграется восстановление отношений, у третьих отыграется совместное проживание, либо какое-то серьезное совместное дело. Именно мужчина идет. Если вы мужчина, который меня смотрит, и это, например, ваш, может быть, там брат, либо человек, с кем вы работали, то вот прям созрел, осознал, понял, даже, может быть, испугался, что потеряет эту возможность, потеряет этот шанс. То есть примет, вернее, этот человек такое решение, которое вам очень понравится, и от решения своего он больше не отступит. Вопреки его предыдущему поведению, то есть мужик решил, мужик сделал, да? Вот как-то так пойдет. Но для женщин тут праздник сердца. Потому что если женщина смотрит, то я понимаю, что женщина его любит. Он ее измучил, и она прям устала от этой нервотрепки и непонимания, что происходит, что мне нужно сделать, чтобы ты наконец-таки хотя бы там просто сказал «да», «нет». Вот мужчина вам и скажет он вам «да». Да. Здесь вот прям будьте уверены, кто вот именно в отношениях мучается, от мужчины ждите серьезного, резкого, обдуманного шага в вашу сторону. Причем шага такого конкретного. Назад уже он не отступит. В нем какие-то перемены произошли, с чем-то он столкнулся, что-то он повидал, что-то он для себя осознал. Тут еще и боженька его по голове погладил, да? Тут ему все карты сошлись, понимаете? Вот он будет к вам проявляться и будет проявляться крайне решительно. Хорошее время идет. Дальше, мои хорошие, тут ситуация с родственниками идет, семья, близкие, родители, дети, братья, сестры в меньшей степени. Тут будет найден общий язык. Вы сможете договориться, вы сможете друг друга понять. Мало того, здесь идет какое-то как семейное мероприятие, что ли, такое маленькое, теплое, когда люди друг другу признаются, в чем были неправы, что бы хотели поменять. И вообще люди друг другу говорят, что я тебя люблю, я без тебя не могу. Ты самое ценное и дорогое, что есть в моей жизни. Очень прекрасное, вот прям время у вас будет, да, это будет какой-то вечер, может быть. Вы так душевно посидите, поговорите. Кто-то, может быть, даже слезу пустит, но поверьте, это будет незабываемое. Это будет такое теплое, нежное. И то, чего вам так сильно не хватало. Мало того, вот для женщин хочу сказать, здесь у женщины идет момент истины. Женщина очень сложную жизнь жила и живет, и много, конечно, на себе тащит, и никогда она не слышала слов благодарности, никогда не видела ни поддержки, ни в действиях, ни в глазах. И ей казалось, что жизнь у нее какая-то обреченная, да, вот тащить этот огромный груз на себе, не имея возможности даже банально передохнуть. Причем, знаете, как женщина, как это слово, да, нехорошее есть, терпила, да, вот она себя такой считала. Знаете, вас ждет большой сюрприз. Большой сюрприз. В один момент
Вы получите как будто бы признание от ваших близких, от тех, кто вас окружает. Мало того, что они признают, насколько вы героический человек и насколько вы сильный человек, так они еще и вот как, знаете, как вызов будет человек вот вызываться, говорит, а я тебе в этом помогу, а я для тебя это сделаю, здесь подстрахую, здесь плечо подставлю. Вы не одна. И вы человек очень важный и значимый. А вы будете вот как купаться в этой любви, в этом признании и в помощи, которую вам ваши близкие начнут оказывать. Вы как будто бы, ну не то чтобы местами поменяетесь, но вот прям руки к вам потянутся, чтобы облегчить вашу жизнь и вашу жизненную дорогу. Замечательно. Замечательное, прям такое доброе идет для вас. Мне нравится то, что у вас хорошего намного больше, чем плохого. С плохим я сейчас после отсыпки поработаю, запечатаю его. Это все плохое. Ну, а хорошее пусть, конечно же, исполняется, пусть, конечно же, вас радует и наполняет. Так, гадание мое на этом закончено. Сейчас отвечу на вопрос. Меня спросили, почему последние мои гадания все на голубом песке. Ну, во-первых, голубой цвет — это цвет надежды. Голубой цвет, он цвет высших сил, поскольку времена нынче трудные, невеселые, причем для всех, абсолютно для всех. Я, делая свои практики на позитив, вот опираюсь еще и на цвет. Это не значит, что все будут на голубом песке. Просто сейчас мне так удобно. Так что, мои хорошие, знайте, что это тоже для вас хороший знак. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.